Если Здравствуйте. наши партнеры, представители Госкомиссии по делам религии присоединятся, то мы им дадим слово. Доброе утро, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Позвольте вас поприветствовать на очередном 8-м вебинаре в рамках проекта «Роли и значение религиозного сообщества в борьбе с пандемией COVID-19 в Кыргызской Республике» швейцарским агентством по международному развитию и сотрудничеству. Меня зовут Расул Мамуналиев, я модерирую данные вебинары. И для начала я хотел бы напомнить цель данного проекта и коротко остановиться на теме сегодняшнего мероприятия и дать приветственное слово организаторам, то есть представители организаций, которые реализуют данный проект в Кыргызской Республике. Значит, целью данного проекта является снижение уязвимости религиозных общин в борьбе с пандемией COVID посредством распространения конфликта чувствительной информации, санитарно-эпидемиологических правил, а также укрепления потенциала Госкомиссии по делам религии и религиозных деятелей для смягчения светско-религиозной напряженности в онлайн-пространстве Кыргызской Республики. И сегодня, как вы уже все в курсе, мы будем обсуждать права человека в период пандемии, вызовы и извлеченные уроки. Но до начала сегодняшнего мероприятия я хотел бы предоставить слово Шакира Токтосуновой, представителю International Alert Кыргызской Республики, для приветственной речи. Пожалуйста. Здравствуйте, Шакира. Да. Здравствуйте, Расул, здравствуйте, коллеги. Очень приятно всех видеть, слышать. Вот, и еще раз, да, спасибо за приветствие. Я тоже хотела от имени International Alert. Это организация, которая реализует этот проект. Вот, и вебинар – это часть этой программы, как вы знаете уже. У нас, по-моему, это 8-й, да, вебинар, Расул? Да, 8-й. Да, уже 8-й вебинар, и все тематики, конечно, связаны с тем, что в период пандемии как бы больше участия религиозного сообщества, что мы можем сделать вместе для того, чтобы ответить на эти вызовы. Ну, в целом такая как бы наша задача. И вот знаете, вот сегодняшняя тематика, мы когда ее обсуждали, вот выбор этой тематики, конечно, вы знаете все, что 10 декабря будет вот 72-я годовщина принятия прав человека в 48 году, когда приняли. И нам вот, мы когда это обсуждали в команде, вот с Расулом, да, мы пришли к тому, что на самом деле действительно, возможно, нужно будет посмотреть, да, вот, видимо, вот 20-й год, вообще 21 век, посмотреть еще раз, что же такое права человека, особенно вот эти вызовы во время пандемии, когда нам пришлось и приходится до сих пор там носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Мы не можем свободно передвигаться в период пандемии. То есть какие-то, может быть, основные такие вот, да, фундаментальные права. Вот, идут дискуссии, честно говоря, об этом, да, вот и в соцсетях, там, и СМИ мы видим, и в обществе, о том, насколько вот очень много там есть люди разделились, да, о том, что насколько нарушаются права каждого из граждан, не только в нашей стране, в мире. И в этом смысле, может быть, вот действительно это тоже еще раз возможность подумать о том, насколько, что такое права человека, насколько они как бы вот, может быть, мы должны думать о том, что да, есть права человека, но они как бы, мы все имеем права, но не должны ограничивать до тех пор, пока мы не ограничивали или не ущемляем права других. То есть вот такой вопрос. Или это действительно вот эта пандемия, это настолько как бы нам ограничила эти права, может быть, нужно пересмотреть. То есть очень много сейчас идут таких вот разговоров, дискуссий, и мы подумали, что это действительно, возможно, такая тема, тем более, что
Права человека также, ну, вот, может быть, необходимо по выходе из пандемии еще раз как бы подумать, и как, и, может быть, уже после 72 лет, да, посмотреть со стороны и определиться, как это все работает и должно работать, особенно в период кризиса. Поэтому мы, значит, хотели поблагодарить наших спикеров, да, сегодня участников, которые, наверное, нам помогут вот эту дискуссию начать и, может быть, продолжить, может быть, будут какие-то еще комментарии, потому что, мне кажется, действительно такая тема глубокая. Вот. И поэтому я бы вот как раз-таки призвала вас к такому активному участию, высказывать свое мнение, задавать вопросы нашим спикерам. Вот. И, конечно, благодарю Расула за такую модерацию достаточно такой острой, щепетильной темы, на самом деле, ставшей. Потому что нам всегда раньше казалось, да, ну, права человека, они есть и есть, да, и как бы это как-то такой столб, который никогда нельзя менять, да, и не меняется. Но вот эта пандемия, она поставила еще раз человечество перед тем, чтобы посмотреть, как мы живем. Спасибо. Спасибо большое, Шакират. Да, еще раз я тоже благодарю организаторов, моих коллег за организацию такого нужного обсуждения в онлайн-пространстве. Это не просто обсуждение, это еще и имеет элемент обучения, распространения информации, что очень даже важно в наши дни. Я вот в вступлении сегодняшней темы я хотел бы несколько слов сказать о том, что как правозащитные организации видят влияние пандемии на ситуацию с правами человека. Большинство правозащитных организаций отмечают какое-то негативное влияние пандемии и связанные с пандемией меры, негативное влияние на права человека в целом. Ну, это мы сами свидетели, мы видели много раз, когда ограничивались какие-то свободы действий, собраний. Ну, это, конечно, все понятно, но вот это все тоже правозащитные организации видят как какое-то ограничение свободы. Хотя есть в этом необходимость. Мы видели некоторые моменты, когда людей задерживали, особенно в начале пандемии, задерживали за нарушение карантинных мер, видели, когда заставляли некоторых медицинских работников извиняться. То есть мы были свидетелями ряда таких явлений, событий, которые правозащитными организациями рассматривались как нарушение прав человека. И конечно, как и у всех, у меня, как обывателя, всегда возникает вопрос, где эта грань, где свобода человека, а где вот именно защита человека на здравоохранение и жизнь. Я, конечно, остановлюсь на этом вопросе и далее, но сейчас я хотел бы дать слово и поблагодарить нашего основного спикера Эркина Исакулова, представителя управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в Кыргызской Республике, поделиться с нами своим экспертным мнением по поводу прав человека, по поводу соблюдения прав человека в период пандемии COVID-19 в Кыргызстане, вызовы, извлеченные уроки. Здравствуйте, Эркин. Мы очень рады вас видеть, очень рады и выражаем большую благодарность, что вы согласились и нашли время, чтобы присоединиться к нам. Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья. Очень рад, спасибо за приглашение. Я постараюсь обозначить некоторые моменты в рамках тематики, которая сегодня заявлена на вебинаре. И постараюсь очень сжато, учитывая наше ограничение во времени, пробежаться по основным пунктам
Во-первых, как вы уже говорили, вопросы, связанные с отступлениями от выполнения обязательств в области прав человека. Да. Если мы говорим о международных стандартах в области прав человека, которые также распространяются для Кыргызской республики, как страну, которая ратифицировала международные договора, необходимо отметить, что вообще международное право позволяет государствам отступать или ограничивать права человека в той или иных ситуациях. Есть два момента, которые надо учитывать. Первое – это ограничение прав человека. Второе – это отступление от обязательств. Когда мы говорим об ограничениях прав человека, мы имеем в виду, прежде всего, это введение каких-либо… Сейчас я постараюсь поделиться экраном. Да? То есть, когда мы говорим об ограничениях прав человека, видите, да, экран? Да. Большинство прав человека можно ограничивать. Это связано с… Но эти ограничения должны быть нацелены на достижение определенных целей. Если мы говорим о всеобщей декларации прав человека, либо Международный пакт о гражданских и политических правах, данные стандарты, они есть во всех международных договорах в области прав человека, но рассмотрим на этих двух примерах. Да? Ограничивать права человека можно, введя ограничения на уровне закона, то есть высшего юридического документа, который вводится со стороны Джогорку Кенеша, да? То есть парламента страны. То есть подзаконными актами, решениями органов местного самоуправления ограничивать права человека нельзя. Это будет считаться нарушением. Что касается ограничений, то они должны быть ради достижения следующих целей. Это уважение прав и свобод других лиц. Это удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния. То есть всеобщая декларация, она очень широко расписана, более детально и которая более понятная для юридического, скажем, письма. Это вот в Международном пакте, в котором говорится, что есть 5 основных целей для ограничения. Первое – это охрана государственной безопасности. И под охраной государственной безопасности мы понимаем именно, когда есть угрозы суверенности или целостности государства как такового. Это общественный порядок. Ради соблюдения общественного порядка ограничения тех или иных прав можно ограничить. Это для здоровья и нравственности населения. Да? И как раз пандемия, которая ковид, как раз и ограничения, вводимые государством в рамках этой пандемии, возможно, подпадает именно под эту цель – защиты здоровья населения. И последнее – это права и свобода других лиц. Что интересно, что есть два абсолютных права, которые нельзя ограничить ни при каких обстоятельствах, никогда. То есть это право на свободу от пыток и право на свободу от рабства. Эти два права являются абсолютным. Все остальные права возможно ограничить в той или иной мере. Единственное, есть принципы ограничения, которые относятся к, скажем так, принципы ограничения – это соразмерность и пропорциональность вводимым ограничениям для достижения этих целей. Нельзя, каждое вводимое ограничение то или иное право должно проходить через тесты. Насколько, скажем, граница ограничений позволяет все-таки человеку в той или иной мере пользоваться своим правом. Что касается отступлений. Отступление от обязательств при чрезвычайном положении. Есть норма, да? То есть, как мы знаем, Кыргызская республика в начале пандемии они вводила чрезвычайную ситуацию в начале, да, которая сохраняется по сей день. И в марте после этого было введено чрезвычайное положение на определенных частях Кыргызской республики.
И международные обязательства государства говорят о том, что во время чрезвычайного положения, в котором есть вот угроза, да, для государства, для населения, могут принять меры для отступления от обязательств. Это не ограничение, это временное отступление, когда государство говорит, что в такой ситуации я не способен выполнять все свои обязательства. Об этом уведомляется генеральный секретарь ООН о том, что Кыргызстан вводит ЧП и какие права будут ограничены, отступлены, какие права. Кыргызская республика в марте, 25 марта направила данное письмо после введения ЧП, направила письмо генеральному секретарю ООН, в котором он сказал в этом письме, что Кыргызстан отступает от своих обязательств по двум правам человека. Первое – это свобода передвижения. Второе – это свобода мирных собраний. По всем остальным свободам и правам человека государство сказало, что она не отступает и будет выполнять. То есть не указала их как отступные. Соответственно, государство обязано было продолжать выполнять все остальные обязательства. Данные отступления, конечно, должны действовать при чрезвычайном положении, носить временный характер, как я сказал, должны быть необходимыми, соразмерными и соответствовать другим обязательствам в рамках прав человека или международному гуманитарному праву. Да? То есть, если это военные конфликты. В нашем случае это как бы этого не касается. Но что интересно, что даже при отступлении обязательств, даже при чрезвычайном положении государство не может отступить от процессуальных гарантий. Когда мы говорим о процессуальных гарантиях, мы прежде всего имеем в виду право на справедливое судопроизводство и право на доступ к правосудию. Это процессуальные гарантии, которые нельзя отступать. Что еще? От каких прав государство не может отступить даже во время чрезвычайного положения? Это право на жизнь, то есть лишать жизни людей, ссылаясь на то, что ЧП это будет нарушением. Как я сказал, пытки и рабство – это абсолютные права, они как бы не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах. Запрещается лишение свободы вследствие неспособности выполнить какие-то договорные обязательства. Да? Если какой-то человек был обязан выполнить какие-то услуги и предоставить какие-то товары, но он этого не сделал, уголовное преследование в отношении него не может применяться. Как я сказал, принцип законности в уголовном законодательстве, это означает, что все гарантии, которые имеет человек в судопроизводстве, это право на защиту, право на перевод, право на ознакомление и все остальные гарантии, они обязаны быть соблюдены. То есть без суда и следствия человека сажать в тюрьму, ссылаясь на ЧП, нельзя. Признание правосубъектности каждого человека, то есть лишение правосубъектности человека тоже, или лишение его права выступать от своего имени тоже запрещается. Свобода мысли, свобода совести и религии. Что интересно, свобода вероисповедания тоже не может быть ограничена или не то что ограничена, отступлена во время чрезвычайного положения. Это вот в рамках гарантий международных, то есть это просто мы пробежались для того, чтобы напомнить, какие есть международные гарантии во время ЧП. Что, говоря теперь уже о той ситуации, которую мы можем наблюдать в Кыргызской республике за этот период, да, я остановлюсь на нескольких блоках, и я буду основываться, доводы, которые я буду говорить, или ситуацию, это основываясь на том мониторинге ситуации соблюдения прав человека, который делал наш офис, и наши исполнительные партнеры, организации, правозащитные организации, которые также при нашем содействии провели 2 исследования. Одно исследование было о соблюдении гражданских и политических прав в контексте чрезвычайного положения и пандемии. Второе – это соблюдение социально-экономических, культурных прав.
Информация, которую я буду с вами делиться, она основана как раз на этих данных. Что касается вызовов или проблемных моментов в сфере соблюдения права на гражданских политических прав. Как я сказал, Кыргызская республика сказала, что отступает от обязательств по двум правам. Да? Право на свободу передвижения и право на свободу от мирных собраний. Под правом мирных собраний подразумеваются не только мирные митинги, а любые как бы совместные мероприятия, когда люди добровольно приходят и как бы проводят вместе мероприятия. Это также касается и религиозных учреждений или религиозных обрядов, которые требуют, скажем, участия большого количества людей или возможно участие большого количества людей. И, как вы знаете, эти ограничения были введены, были ограничения в количестве людей, были закрыты разного рода учреждения, где, возможно, может быть скопление большого количества, в том числе работа храмов, работа мечетей и других религиозных учреждений. Это вот касается и, в принципе, государство, ограничивая это, скажем так, пыталось соблюсти процедуру по введению отступлений. Что касается свободы передвижения, то, конечно, это подразумевалось введение определенных там, комендантских часов, ограничение передвижения между территориями, между областями. Это вопрос, связанный с ограничениями людей, которые приезжают, когда их посещают, допустим, в места обсервации, фактически лишая их свободы передвижения. Да? То есть и государство сказало, мы не можем ради здоровья населения, мы не можем полностью разрешать. И вводило какие-то такого рода ограничения на эти права. Что бы я хотел сказать, что было здесь негативно с точки зрения введения ограничения на свободу передвижения, так то, что фактически государство говорит, что мы ограничиваем два права, уведомило об этом, но последствия ограничения этих двух прав негативно сказались на выполнении и других возможностей реализации людьми других своих прав. А именно, допустим, при введении ограничений в передвижении, допустим, в городе Бишкек, в городе Ош и на других территориях, где было введено чрезвычайное положение, список людей, которые имели право передвигаться беспрепятственно, не попали, допустим, адвокаты. И к чему это привело? Это привело к тому, что у людей, у которых шло судопроизводство и так далее, они остались без защиты, да? Без доступа к защитнику. Соответственно, это повлекло за собой определенные проблемы в реализации права на справедливый суд. Свобода передвижения, также ограничения и отсутствие транспорта внутри города Бишкек или ограничения въезда в Бишкек для не резидентов города, да, повлекло, мы видели это в СМИ, проблемы для лиц, которые нуждались имеют хронические заболевания и нуждались в определенных регулярных, скажем, терапии. Это связано с у людей, у которых больны, допустим, почки, которые необходимо, да, регулярно приезжать. И к сожалению, если бы все регионы страны обладали полным объемом оборудования, которое бы помогло получить надлежащее медицинское обслуживание в своем регионе, допустим, да, то это один вопрос. Другой вопрос, что некоторые медицинские службы есть только в Бишкеке или услуги есть только в Бишкеке. И это стало каким-то моментом ограничений. В том числе ограничения, которые были введены по перевозке транспорта и так далее, негативно сказались и на доступе лиц, которые нуждаются в специализированных лекарствах. Допустим, по эпилепсии, да, люди, страдающие эпилепсией, в какой-то момент в Кыргызстане эти лекарства закончились, новых завозов нет, и возникли трудности в данном праве.
То есть, если мы посмотрим, и примеров достаточно много о том, что введение ограничения одного права за собой просто повлекло ограничение других прав, о которых как бы заранее не было заявлено. Что говорить о свободе слова, о которой вы тоже упомянули, свобода выражения мнения. Мы видели определенные моменты в области ограничений или преследования людей за высказывание мнения. И здесь всегда очень такой момент, в котором государство должно очень четко, и правоохранительные органы должны четко обозначать, это выражение мнения или все-таки человек это говорит для того, чтобы, имея какие-то цели для провокации или нет. Да? И мы видели, когда медицинские работники или другие люди, там, активисты, просто люди, которые в медиа, в социальных медиа выражали какую-то позицию несогласия или несогласия с действиями или ситуацией, обозначали ситуацию вокруг ковид, потом просили извинений и так далее. Да? То есть вот здесь тоже один момент, это связано даже шире, чем права человека, это связано с верховенством закона, принципами, что люди оказались в ситуации, когда они должны были нести наказание, которое не предусмотрено в рамках законодательства страны. Да, в законодательстве Кыргызской Республики нет понятия публичных извинений или извинений перед народом. И практика применения такого рода наказания вызывает, скажем так, у меня, как у юриста, просто я не понимаю, на основании чего такая практика была введена. Если человек на самом деле виновен был в распространении провокационных материалов, то его должны были наказывать в рамках закона. И в таком случае, я скажу, публичные извинения это неадекватная реакция на провокационные действия. Да? Вот, это касается, скажем так, блока, посвященного именно гражданским и политическим правам в большей степени. Конечно, свобода объединения и другие моменты были с этим связаны, но это как бы самое основное. Еще один большой момент – это вопрос, связанный с доступом к информации. Доступ к информации во время введения чрезвычайного положения, во время ограничения прав человека, во время пандемии имеет ключевую роль. Право на доступ к достоверной, точной информации может стать определяющей в действиях тех или иных лиц. Допустим, один из примеров, комендант города Ош свои приказы, приказы коменданта опубликовал только на кыргызском языке. И когда мы говорим о доступе к информации, мы говорим еще и о языке. То есть не просто, что публично, а на том языке, на котором это будет понятно всем. А ведь приказы носят такой нормативный аспект, что они могут ограничивать то или иные действия. И за собой несут последствия как санкции за невыполнение приказов коменданта. И когда они не переводятся на те языки, даже на официальный язык, русский, который является в Кыргызстане, скажем, признается языком межнационального общения, да? То есть непредоставление даже этой альтернативы очень сильно ограничивает доступ языковых меньшинств к информации. Второй момент, касающийся доступа к информации, это адекватная информация о статистике в стране по поводу ковида, распространения, да? И это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим о доступе к информации, государство должно найти баланс. То есть все говорить тоже это может привести к нарушению прав человека. Что я имею в виду? Допустим, в России была создана карта
Москве, по-моему, да, в какой-то регионе. Это не во всей Москве, но в какой-то, я думаю, это даже не государственная была программа, это кто-то, ребята сделали, где было отмечены дома и подъезды, где выявили людей с ковидом. Да? И эта информация в открытом доступе, это приводит к определенным, знаете, к маргинализации людей, которые там проживают. Вы помните, у нас в Караколе была ситуация, когда только подозрение пошло, что в одном из домов, в одном из подъездов выявили ковид, там пришли ребята и заколотили подъезд, и никого не выпускали. Да, то есть это могут приводить к очень к нарушению общественного того же порядка или к нарушению прав уже других лиц, маргинализации, стигматизации людей, которые, возможно, даже не болеют, да, просто. В связи с этим роль здесь именно в доступе к информации, с одной стороны, обеспечить доступ к достоверной информации, необходимой для адекватных действий человека в условиях ЧП. С другой стороны, ограничивать или контролировать распространение той информации, которая может привести к дискриминации или нарушению прав других лиц. Это не всегда легко, конечно, но вообще соблюдение прав человека – это достаточно сложный процесс, и тут государство должно уделять особое внимание. Следующий блок – это вопрос, связанный с социально-экономическими правами и, допустим, доступ к медицинской помощи. Доступ к медпомощи, я думаю, тут не надо ничего рассказывать, мы все пережили июль в стране, особенно в Бишкеке, это была самая сложная ситуация, да? Когда больницы были забиты, людей не принимали. Даже проблема была не в том, что люди ложились в больницы, это была проблема, чтобы получить квалифицированную медицинскую консультацию, да? После каких-то действий государство, конечно, открыло вот дневные стационары, которые позволили людям получить квалифицированную консультацию, получить назначение и уже лечиться дальше дома. Но сама ситуация здесь двоякая. Почему? С одной стороны, это люди, которые больны ковидом или пневмонией, как жертвы пандемии, скажем так. Другой момент – это когда большинство больниц, которые должны были специализированно обслуживать других хронических больных, их перекинули на работу с людьми, больными с ковид, при этом ограничивая, ведь людей, болеющих другими болезнями, не стало меньше, да, и они нуждаются тоже были. И тут получается доступ лиц с другими заболеваниями к медицинской помощи тоже стоял остро в стране в июне, в первой вот такой волне. Доступ к образованию, конечно, мы видим и перешли на онлайн, дистанционное обучение. Кыргызская республика сделала определенные успехи в этой сфере, то есть были сняты видеоуроки, была попытка обеспечить доступ различных групп, но мониторинг, который проводился правозащитными организациями, молодежными организациями, показал, что сейчас, по последним данным, около 40 тысяч детей не имеют доступа к квалифицированной, скажем так, образованию. Это связано с различными техническими возможностями, это наличием гаджетов в семье, достаточное количество этих гаджетов, телевизоров, это качественный интернет, особенно в регионах, дальних, отдаленных регионах. И это вопрос о подготовленности учителей преподавать скажем, через IT-технологии. И это все создало такую ситуацию. Самое, конечно, усугубилась ситуация у детей с инвалидностью, которые имели проблемы по инклюзивному образованию и до пандемии, а сейчас в условиях дистанционного обучения ситуация
по обучению данных детей стало еще тяжелее. Конечно же, тут нельзя обойтись без доступа к труду. Большое количество людей потеряли работу или были сокращены в связи с экономическими, да, последствиями пандемии, которые повлекли за собой не только проблемы, связанные здесь, в стране, но и, допустим, потеря работы мигрантами в других странах. По последним данным Международной организации по миграции в Кыргызстане, 120 тысяч мигрантов, граждан Кыргызстана, вернулись в Кыргызскую республику, потому что они потеряли работу в местах в стране, где они проводили миграцию. И это стало, скажем так, проблемой не только самих мигрантов, но и членов их семей, которые фактически здесь основной доход их был от вкладов, которые мигрант зарабатывал и присылал им. Да? И это, конечно, повлекло за собой ограничения как экономической деятельности, экономические последствия, но и право на труд. И сейчас у нас, учитывая какое количество людей, которые потеряли работу внутри страны, так еще огромное, скажем так, для нашей маленькой страны количество людей, которые вернулись с миграции без работы. И, конечно, социальная защита, доступ к социальной защите. Мы на уровне государства Кыргызская республика во время чрезвычайного положения раздавала гуманитарную помощь различного, да, особенно уязвимым слоям населения. Но, скажем так, мониторинг показал, что не все уязвимые группы получили доступ к социальной защите. Допустим, внутренние мигранты. Да, внутренние мигранты – это особенно проблема вокруг Бишкека, когда у нас много новостроек, где люди живут без прописки и без надлежащих документов, удостоверяющих личность. Фактически эти люди были ограничены в доступе к социальной защите от государства, так как они не учитываются никакими органами местного самоуправления. И были случаи, когда выявили случаи, когда люди получали по 7 раз гуманитарную помощь, потому что они попали в разные списки, разные люди были. И были люди, особенно это лица пожилого возраста, одинокие, которые не попали ни в какие списки и особо нуждались и не получили социальной защиты. То есть сама система распределения социальной защиты, сами уточнения списков, систематизация этих списков, она оставляет желать лучшего. И это было тоже одно из таких извлеченных уроков, которые наши партнеры отмечали и давали рекомендации государственным органам, Министерству социального развития для того, чтобы улучшить эту систему и чтобы такого рода действия не повторялись. Еще хотел здесь отметить вопросы, связанные на будущее. Да? Взгляд на будущее, скажем так, это вопрос, связанный с вакцинацией. И здесь идет обсуждение, сейчас начинают средства массовой информации, ссылаясь на информацию от Республиканского бюро о том, что Республиканское бюро планирует закупать те или иные вакцины, вакцинировать. Есть, знаете, целые руководящие принципы прав человека в контексте вакцинации есть. И такого рода принципы, они касаются вакцин, различных вакцин, не только связанных с ковидом. Во-первых, это принцип доступа к полной информации. Когда будет эта вакцинация, какая это будет вакцинация, кто будет в какой очереди.
И здесь момент еще о том, что вакцинация должна быть без дискриминации по признакам там, принадлежности к этническим меньшинствам или по социальному положению, либо по религиозным взглядам и так далее. То есть доступ к вакцине должен быть у всех, кто этого желает, в равной степени. Следующий вопрос еще это отказ, добровольность вакцинации. Да? Это тоже один из принципов, что, возможно, по каким-то причинам, в том числе из-за религиозных убеждений, человек может отказаться от вакцинации. Да? То есть насильная вакцинация тоже это, в рамках этого стандарта не предполагается. Все эти действия, я думаю, предстоят, и наше государство, я надеюсь и верю, что наше государство обеспечит равный доступ к вакцине для того, чтобы решить, как же поставить точку, да, и выйти из этой ситуации, как и другие страны мира, связанные с пандемией. Вот на этой позитивной ноте я хотел бы закончить свое выступление и буду рад ответить на вопросы, если у вас есть. Эркин, спасибо большое за такую очень содержательную презентацию, содержательную информацию. Вы остановились на всех аспектах прав человека и предоставили информацию по мониторингу. То есть я получил очень много информации, очень полезной информации. И я думаю, участники тоже получили много информации. Может, у участников есть еще некоторые вопросы для уточнения. Если есть вопросы у Эркина мы можем еще задержать на минут 15 максимум, да, Эркин? Да, потому что у меня еще одна встреча. Да. Минут 15 Эркина мы задержим, поэтому если у кого есть вопросы, пожалуйста. Бахтияр, я поднимаю руку. Руку поднимает, пожалуйста, Бахтияр. Можете... Да, у меня вот есть вопрос. Здравствуйте. 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 Вот насчет того, что... Вы можете, если можно, представиться. Меня зовут Бахтияр, я из Бишкека. Ага, вот. У меня вопрос. Некоторые люди заключали гражданско-правовые договора. И получается, когда возник чрезвычайное положение, когда ввели чрезвычайное положение, то относится ли чрезвычайное положение как форс-мажорная ситуация? Вот. Хотелось бы это спросить. И вот кредиты банки, то есть должны ли этот момент учитывать? И как сейчас именно на практике это произошло? Хотелось бы вот узнать. То есть как называется? Просрочить это, то есть перенесли. Да, рассрочка или там... Потому что во время ЧП, получается, субъекты предпринимательской деятельности, они же не осуществляли свою деятельность, да, не получали дохода. А вот договор, хотелось бы про это, чтобы... Спасибо большое, Бахтияр, за вопрос. Очень, да, такой тоже один из животрепещущих вопросов на сегодняшний день, особенно такой тех людей, которые имеют какие-то взаимоотношения с банковским сектором, с финансовым сектором. Ну, скажу так, с точки зрения прав человека, это возможно рассматривать как некие экономические права, да, то есть это те ограничения, которые были введены с учетом. Единственный момент, что когда мы говорим о правах человека, мы говорим об обязательствах между человеком и государством. И здесь получается, что когда вы говорите выполнение договоров, гражданско-правовых договоров между
там, различными людьми, фирмами, между коммерческими банками, людьми в получении кредитов. Здесь идет он на плоскости, скажем так, горизонтальной плоскости отношения, экономические отношения между людьми. Но я вижу, что здесь роль должна быть государства, которое обеспечивает в том, чтобы, во-первых, разъяснить и дать рекомендации всем коммерческим структурам, особенно банкам, то, что введение чрезвычайного положения в стране должно учитываться как форс-мажорное обстоятельство, несмотря на то, что было это предусмотрено в законе, в договоре или не было предусмотрено. Знаете, если смотреть по всему миру, различные государства делали различную поддержку бизнесу или предпринимателям в различных сферах, учитывая свои возможности. Были страны, которые, наоборот, брали на себя бремя по оплате каких-то выплат, временные выплат в банке от имени граждан, какие-то доплачивали и так далее. У нас, я знаю, что в Кыргызской республике банки, ну и то не все, они сделали отсрочку. Но отсрочка – это не уменьшение суммы задолженности, это просто перенос ее на более долгий срок. Да? То есть вы сколько должны, столько вы должны будете выплатить. Но просто там отсрочку сделали на 3 месяца. Но я понимаю, что ситуация такая, что спустя 3 месяца бизнес не встал на ноги, чтобы начать выплачивать в том же объеме, как он платил до этого. Да? Но здесь единственный момент, который, если у вас есть конкретное дело, связанное с другим субъектом коммерческой деятельности, в рамках договора гражданско-правового, и вы не можете выполнить свои обязательства в рамках этого договора, то я рекомендовал бы вам этот спор решать через суд и в суде обеспечить то, чтобы суд признал эту ситуацию с невыполнением форс-мажорным обстоятельств, если это не предусмотрено и так в вашем договоре. Да? Это я просто как юрист могу вам сказать. К сожалению, скажем так, насколько я осведомлен, четких решений или действий государственных органов по, скажем так, по урегулированию этих вопросов среди предпринимателей и бизнесменов не было сделано. Да, это роль Министерства экономики и других подразделений, но насколько я осведомлен, этого не было сделано в Кыргызстане. Это вопрос, это мой ответ, не знаю, насколько он удовлетворяет, нет, но шире я, к сожалению, не могу дать информацию. Это такой с юридической точки зрения ответ был, да? Спасибо большое за ответ. Я здесь вижу Джамил Бакан. У нее есть вопрос. Пожалуйста, Джамил. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте. Да. Прошу прощения, просто вас слышно очень плохо, но я, тем не менее, хотела бы задать свой вопрос коротко касательно вакцинации в условиях пандемии. Уже сейчас известно, что существующая вакцина обладает огромной эффективностью. Тем не менее, по всем законам медицины и эпидемиологии, если большинство населения Земли не получит вакцину, даже такая вакцина будет неэффективна. Не нарушают ли права большинства людей то небольшое меньшинство, которое отказывается от вакцинации, будь то принудительной или добровольной, неважно, из принципа говорит, что это поддаваясь фейкам, слухам, говорит о том, что это заговор масонский или еще что-то, и таким образом ставит под угрозу все-таки здоровье, и не только здоровье, еще и экономическое благополучие людей многих стран на многие годы вперед, потому что это только первая пандемия, и, как мы знаем, вполне возможно последуют и другие. Спасибо. Спасибо большое. Да, это интересный, конечно, вопрос, и этот вопрос, который обсуждается, и этот на повестке дня уже достаточно много лет и связано с различными рода
вакцинами, да, это как бы не уникальная ситуация с ситуацией ковид. И надо сказать здесь, что государство, когда мы говорим о обязательной или, скажем так, насильственной вакцинации, мы имеем в виду, что человек вакцинируется против своей воли. Если государство хочет вакцинировать как можно больше людей, он должен предпринимать не запретительные или, скажем так, не ограничительные или обязательные действия. Он должен это убедить людей, что это необходимо. Да? То есть убедить в том, что человек должен принять это лекарство или вакцину для не только своего благополучия, для других. Потому что, когда вы говорите о том, что а как же права большинства, потому что некоторые люди якобы поддались моментам и могут стать угрозам, риском. Права человека как раз в этих случаях и говорит о том, что если государство получит права без согласия людей делать, предпринимать какие-то действия, без информирования людей, без убеждения о насильственном действии, это приведет к массовым нарушениям. Допустим, этих примеров много по всем странам мира. Есть примеры в странах Центральной Азии, когда людей, женщин, допустим, стерилизовали после родов. Или были действия, связанные с тем, что вводили вакцину, говоря, что это просто витамин, но по каким-то действиям. Вопрос в том, что здесь государство должно обеспечить здоровье нации, населения, но через путем убеждений. Да, вот. Это такой стандарт. То есть человек должен быть информирован, что ему колят, для чего это колят, какие будут последствия, да, и должен принимать информированное согласие, дать информированное согласие на применение вакцины. То есть этот стандарт работает так. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, Юки. Если есть еще вопрос, осталось 5 минут. Если возможно, я хотел воспользоваться тоже моментом и задать свой вопрос. Вот вы сказали, что вы провели совместно с вашим партнерским организациям мониторинг соблюдения тех прав, которые вы обозначили. И у меня вопрос, имеется ли обратная связь по поводу тех предоставленных рекомендаций вами, вашими партнерами, госорганизациями? И как вы там мониторите, или же как вы мониторите реализацию этих рекомендаций? Ну, скажем так. Или принятие хотя бы, скажем, не то, что реализация, но принятие, да? Ну, некоторые моменты уже, допустим, связанные с тем, что закон о чрезвычайном положении Кыргызской Республики, он не соответствует, во-первых, текущим нормативно-правовым актам в стране. Во-вторых, скажем так, он показал свою, скажем, недостаточную эффективность в контексте пандемии. Он, скажем так, он устарел. И наши рекомендации, связанные с этим и связанные с правами человека в контексте чрезвычайного положения, они были учтены, и была создана рабочая группа. Просто в какой-то момент, учитывая вся ситуация, которая у нас в стране произошла, и чуть-чуть приоритеты изменились в этом плане, но определенные, скажем, рекомендации по приведению в соответствие нормативно-правовых актов и правовой рамки в стране для более эффективной реализации борьбы как с пандемией, так и при этом обеспечения соблюдения прав человека, они были учтены и начата определенная работа. Что касается социально-экономических
культурных прав, то 11 числа, 11 ноября мы проводили такое обсуждение с государственными органами основными, на котором принимала участие сама вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, которая сейчас руководит республиканским штабом по борьбе с ковидом. И ей были озвучены все рекомендации, и, скажем так, это была очень хорошая дискуссия, где многие рекомендации были обсуждены и приняты для дальнейшего рассмотрения. И эта работа сейчас ведется. Я надеюсь, что, скажем так, как вы спрашиваете, как государственные органы принимают эти рекомендации, я скажу, что принимают достаточно конструктивно и наоборот, допустим, Эльвира Сурабалдиева, она очень заинтересована в больших анализах, которые бы показали ситуацию и тех рекомендациях для улучшения проблем, чтобы, скажем так, июльский сценарий не повторился в Кыргызстане. Да? То есть, я думаю, это очень хороший сейчас идет диалог с государственными органами. Я надеюсь, что это будет позитивно, приведет к позитивным изменениям. Спасибо большое. Здесь Бахтияр поднимает вопрос. Бахтияр, пожалуйста, только очень коротко, потому что мы уже... Да, конечно. Вот обязательно хотелось бы затронуть именно проблему коррупции во время пандемии и связанные с этим возникшими проблемами. Допустим, международное сообщество, гражданское общество снабжает, обеспечивает необходимыми медицинскими изделиями, там ИВЛ привозит, там кислород привозит и так далее. Но при этом после пандемии обнаруживаем, что вот, все это пропало, продано или вот не списано как-то, вот знаете, или вот во время пандемии обнаружилось, что вот куда-то уходило вот это все. Ну, ваш вопрос в чем? Вопрос в том, что даже если Организация Объединенных Наций, даже если мировое сообщество помогает, но из-за коррупции у нас, получается, не получается решать в полном объеме. Как эту проблему можно решить именно? Чтобы именно регулировать, контролировать, мониторить эффективно, чтобы это было. Ну, знаете, его использование. Это, наверное, больше было предложение, да, нежели вопрос. Да. Ну, знаете, как ремарка на ваш комментарий, я могу сказать, что коррупция не только разрушает экономику страны или верховенство закона, коррупция прямо посягает на обеспечение соблюдения прав человека. Да? То есть в контексте существующей коррупции невозможно обеспечить полную реализацию прав человека. Это один момент. Второй момент в том, что та помощь, которая предоставляется, да, допустим, международные организации или гуманитарные организации и другие, скажем, добровольческие организации, они оказывают помощь населению, и они будут продолжать это делать. Да? Конечно, беда коррупции, которая, возможно, присутствует, и это проблемы уже как бы правоохранительной системы. Я думаю, что международные организации далеки от того, чтобы перестать помогать из-за того, что существующей коррупции. Да? Я думаю, это не соответствует принципам помощи. Но, конечно, любая организация, в том числе ООН, заинтересована, чтобы та помощь, которая предоставлена, она дошла до своего адресата, да, до того человека, ради которого эта помощь была предоставлена. Конечно, заинтересована в том, что все это было на своем месте и приносило пользу такую, которую планировали.
Но, конечно, с коррупцией надо бороться, потому что она не дает развиваться ни в каких направлениях, неэффективно бороться, в том числе с пандемией. Спасибо большое тогда, уважаемые. Спасибо вам большое, Эркин, за уделенное время и за столь содержательную информацию и очень нужную информацию. И я думаю, всем было полезно вас послушать. Вам успехов в будущем. И надеемся быть на связи с вами. Спасибо. Да. Эркин, я хотела тоже вас поблагодарить. Большое спасибо. Очень так вот глубоко это все объяснили, рассказали, тем более, что этот вебинар у нас будет, он транслировался лайв, да, и он будет у нас на наших соцсетях, в Ютубе. Я думаю, что, может быть, даже если будут еще какие-то вопросы, мы могли бы вам потом адресовать, если это будет возможно, да, чтобы еще раз там ответить на тем нашим зрителям, да, участникам вебинара, которые, возможно, потом у них появятся вопросы. Большое вам спасибо. Спасибо за такую возможность. Всегда рад поделиться. Да. Спасибо, до свидания, удачи вам. Спасибо, до свидания. Болейте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за участие. Уважаемые участники, к сожалению, мы не могли далее задерживать модератора, но если у кого-то есть какие-то вопросы или предложения, или же ремарки, то, конечно, вам мы предоставим слово, если есть такое. Отец Алексей, вы что-то хотели сказать или у вас просто микрофон включен? Я просто включен, но поблагодарить, тоже было интересно, много интересного узнал. Ну хорошо. Хорошо. Тогда позвольте мне подвести итоги сегодняшней нашей встречи, да, и поблагодарить всех вас за активное участие. Сегодня Эркин дал очень хорошую информацию относительно вообще в целом правах человека и соблюдению прав человека в Кыргызстане. Я думаю, было всем интересно, и мне очень понравилось. Да, и для завершения я хотел бы предоставить слово Шакират. Бахтияр, вы хотели что-то сказать? Хорошо. Я тоже хотел поблагодарить за то, что проводите данное, как сказать, мероприятие. Вебинар называется. Вебинар, да, вот, значит, потому что сейчас очень важно, вообще, то я, исходя из последних событий, и вот 5 октября, что произошло, я понял, насколько нашему народу необходимо просвещаться. Да. Или вот ликвидация безграмотности должна быть обязательно. Вот просвещение должно быть широкомасштабное. Вот. И вот такие вот вебинары, они должны быть, я думаю, очень важны и для молодежи, и для старшего поколения, вот, чтобы они знали свои права и обязанности. Вот. Да. Спасибо. Бахтияр, спасибо вам за активное участие, за что активно принимали участие. И я хотел бы вас попросить заходить на социальные странички нашей организации International Alert и делиться нашими информационными материалами. Почти все материалы, они направлены на повышение информированности, предоставление больше информации. Как раз таки это 8-й вебинар, и у нас и до этого были вебинары. Можете делиться нашими материалами с Фейсбука, с Инстаграма, чтобы больше людей узнавали об этом. Спасибо большое, Бахтияр. И если вы позволите, то я предоставлю слово для суммирования сегодняшнего мероприятия представителю International Шакират Тохтасуновой. Пожалуйста, Шакират, вам слово.
Мы вас не слышим, микрофон включите, пожалуйста. Вот, ой, слышно теперь, да? Да, Мгм. слышно. Да, большое спасибо. Во-первых, ну, вот Эркин ушел, да, но вот мы действительно благодарны. Вот, большое спасибо участникам, вот, особенно тем, кто задавал вопросы, да, вот такое активное участие. Я надеюсь, что будут еще, может быть, если какие-то вопросы, как мы уже говорили, мы будем адресовать их нашим спикерам. Это действительно 8-й вебинар, и вот эти темы, которые мы здесь поднимаем, значит, вот действительно они связаны с тем, чтобы или информировать, как бы, да, вот как можно больше количество наших как бы аудиторий, да, которые смотрят наши вебинары, круг наших партнеров, в первую очередь это вот представители религиозных организаций, да. Я поэтому хотела тоже сегодня выразить большую благодарность вот им, участникам сегодня, которые были тоже вот со стороны наших партнеров. Если вы действительно вот в первый раз сегодня, то я призываю вас участвовать, да, присоединяться, как уже Расул сказал, к нашим последующим вебинарам. Если у вас будут интерес к какой-то определенной теме, вы можете тоже это адресовать, тоже через наши соцсети, дать свои, может быть, ну, в режиме комментариев, предложения, мы это тоже рассмотрим. Вот, и, может быть, с каких-то спикеров, которые, или темы, или спикера, которого вы хотели бы пригласить. Все, что касается как бы участия как религиозного сообщества, так, наверное, и больше, ну вот, в принципе, всех граждан Кыргызстана в ответ на вызовы, вот, связанные с пандемией, другие вызовы, возможно, как вот мы сегодня тоже обсуждали, ну, та же тема, допустим, вакцинации, она просто стала, может быть, более актуальной, да, вот в связи с ковидом, но тем не менее она была, помните, и раньше, да, были вопросы по вакцинации, насколько это необходимо, и качество вакцины, да, ее воздействие и так далее. И это тоже просто остро стали эти вопросы, в том числе по правам человека. И вот, наверное, вот это действительно хороший вопрос, который был сегодня задан по поводу возможно ли, да, принудительное получение вакцины в связи с тем, чтобы обеспечить безопасность для остальных, да, граждан, и насколько это возможно, да, вообще. Ну, и я думаю, что действительно это такой вопрос о том, что права человека в любой ситуации, наверное, они должны действовать, иначе это будет очень сложно. Мы тогда уже перестаем жить в правовом государстве, в правовом русле. И тогда действительно это вопрос того, что как бы если нарушать права человека в одном, то это пойдет как бы таким эффектом домино, когда можно будет нарушать и в другой части нашей жизни. И поэтому, наверное, да, и вот поэтому, наверное, очень важно как бы не перейти эту грань. Вот, и всегда соблюдать все-таки права человека. Действительно, это очень сложно убедить, да, человека в необходимости, но это и есть как раз-таки задача государства, задача специалистов, профессионалов, почему весь мир с этим работает. Вот сейчас вот как раз пошли новые вакцины, да, и очень много вопросов по поводу плюсов-минусов. И действительно, должны быть, минусов не должно быть, то есть должна быть эта вакцина, которая гарантирует 100%, да, ну, максимально возможная безопасность ее использования. Это вопросы информирования, да, соответственно. Это значит вопросы к нашим и госслужащим, это и к академическим кругам, в первую очередь, да, разработки. Ну, то есть я думаю, что вот это очень такой исчерпывающий ответ, тоже Эркин дал. Вот. Может быть, на какие-то вопросы, что касается экономической составляющей, здесь действительно вопросы субъекта, да, вот если мы говорили по правам человека, здесь, конечно, в первую очередь это субъект идет как государство и граждане, да, по субъекты. Что касается взаимоотношений между юридическими лицами, в том числе вот финансовыми структурами, то, конечно, есть тоже другие правовые рамки. Наверное, надо еще рассматривать в других правовых рамках. Ну вот, я думаю, что если еще какие-то темы, вот, которые вас волнуют, может быть, действительно вот надо рассматривать тоже экономическую составляющую, да, ковида,
Может быть, это тоже была бы хорошая тема, да, Расул? И мы могли бы, может быть, пригласить представителей бизнес-структур на эту нашу дискуссию. Может быть, они тоже могли бы дать как бы свою точку зрения соответствующих юридические, да, и правовые, как бы представители правовых структур. Вот. И, наверное, может быть, тогда будет, может быть, осветить такую тему. Большое спасибо. На этом я хотела поблагодарить всех, вот, поблагодарить участников еще раз и Расула за очень хорошую модерацию, вот, коллег своих за организацию этого вебинара. Ну и всем здоровья, успехов вот в нашей такой вот как бы условиях